Добрый день, дорогие друзья. Открыл доску. Вот у нас братиш и Акела. Посмотрите, братиш, насколько уже огромный стал. Вот они с Фурией нюхаются. Братиш, Акела. Сейчас он подойдет, чтобы размеры понятнее были. Акела как Тайсон. Такой крепкий, коренастый. И аккуратный. Надо, в общем, открыл перегонку. Посмотрите, размер Фурии Акела и братиша. Ну, Акела все равно чуть повыше еще братиша. Он просто подгинается сейчас. Перегнать Лилу, потому что он ей не дает ни есть, ни пить Акела. Поэтому решил, сейчас сюда ее здесь оставлю. А Акелу в тот вольер. Ну и здесь закрою перегонку. Фурия, красотка, высокая. Парочка, ё-моё, вы чё уже вдвоем тут ходите, рычите? А вы просто хрюнили, все пораскидали. А братиш, смотрите, хвост поднял, драться норовится. Жалит, что происходит, да? Нельзя! Акела его щипает. Это они выясняют отношения, это нормально. Я уже вижу, просто Акела, если хотел его, он опять бы цапнул и затаскивал бы, как он это делал с кобелями. А он аккуратненько прищипнул его. Братишу у нас 7,5 месяцев. Он уже почти догнал Акела.
Что такое? Что такое? Братиш, что такое? Что такое? Что такое? Братиш, иди сюда. Братишка, иди сюда. А, все, не реагирует. В стрессе, скажу я, да? Братиш смелый. Прям очень смелый, я скажу. Я думаю, это связано с тем, что он не рос с щенками, не рос со взрослыми стаей собак, я имею в виду, которые его, наверное, не обижали. И он такой более смелый стал. Что Акелу лупашили собаки, свои же западно-сибирские лайки. И он до 1,5 года в подчинение практически шел, в год и 3. Братиш, ты что? Выясняют отношения. Ну, просто выпустить, он наваляет ему. Скорее всего, не задушит, но наваляет нормально. И братиш ему будет подчиняться. Что Акела сильнее намного. Это еще щенок, хоть он и здоровый. Но это вот с фурией ему будет тяжко. А с братишом он справится в 2 секунды. Но не будем рисковать, друзья. Нам это ни к чему. Красавица. Но братиш будет больше Акелы. Это 100%. Хоть уже рост прекратился, такой быстрый, фаза роста. Но он будет покрупней. Не намного, но крупней. Хвост как аж чуть ли не закручивается. На, Алита. Кто по вязке, по размерам, конечно же, фурия очень сильно подходит Акеле. Были бы превосходные щенки.
Что ты, Кела? Не пугай меня так. Подраться хочет, подраться, братиш хочет. Хвост поднял, все, в боевой готовности. Алита, может ты поаккуратней будешь? Он тебя как этого щенка. Блин, по телефону прям косточкой. Да блин, вы что такие слоны? Эй, телефон, телефон, телефон. Да блин. Алика, смотри. Короче, братиш, зря ты так. Братиш, чересчур смелый. Я еще не видел таких волчат, которым там... Он еще на него кидался месяц назад. Полугодовалые на взрослых волков рыпались. Слишком смелый.
Друзья, по моим наблюдениям, братиш хоть и показывает свою доминантность, я думаю, он показывает при девчонках, что он такой крутой, что он такой смелый. Но когда Акела засовывает морду или лапу, братиш ничего не делает. Он не хватает ни за лапу, ни за морду, никак вообще не действует. Только если вот это вот, как вы видели, оскал показывают и на друг друга рычат. Все, больше ничего не было. А Акела при первой возможности пытается схватить за бочок, схватил за хвост. Также и Фурию пытается схватить. Ну, как бы делает попытки. А братиш нет, братиш он как бы осторожничает все равно. Хоть и показывает, посмотрите, свою конкретную доминантность. А Акела в спокойствии. В спокойствии ждет момента, выжидает. И по наблюдениям братиш немножко поуже, Акела пошире. Вот они стали рядом. А вон он защищает. Акела пошире, лапы потолще еще. И все равно Акела чуть это, и шея мощнее, и башка мощнее еще. И сам повыше, немного повыше. А так, братиш, конечно, если он еще вырастет на процентов 30, это будет гигант, а не волк. Надо сейчас будет вот доска. Пересажу Акелу туда, Лилу сюда и поставлю опять перегородку. Вот теперь, друзья, отпадут вопросы у тех, кто говорит, зачем деревянную перегородку или вообще зачем что-то либо переграждать. Вот для этих моментов, потому что может в любой момент схватить и начать тянуть к себе. И так может повредить, и шкуру порвать, и раны рваные сделать. Доброй ночи, дорогие друзья! Мы сегодня заколачиваем, закручиваем последнюю сваю, последний столбик на нашу выгрузочную зону. Поприветствуйте, друзья, подписчиков. Привет. Это тоже, я сказал, легендарное событие у нас. Закручивать последний столбик. Сейчас я вам покажу. Вот туда все столбики, как ровненько. Потом вот, а где? Ух ты, ё-моё. Вот туда. Видно хорошо, думаю. Выгрузочная зона получается уже шикарная. Здоровая, да, по территории? Да. Большая зона, хорошая. Бегать, носиться волкам. Метров на 25 метров. Да, почти 9 соток. С точностью до миллиметра. Так, Серега. Весело живем. Держишь? Тай гусик. Алита тут позоровала. Нитки нам таскала. Вон она. Нитки девать. Вперед, провод Деревья здесь высокие, друзья. Сколько? Метров 8-10, да? до 8, до 8, 10, наверное, есть. Ну, я же говорю, деревья высокие. Через года 2-3 вообще будут высокие. Тут будет зелено летом. Красиво. Серег, смотри. Так, вот так. Вот так? Да. Тетка, ты же артиллерист или кто? Сядь. Включай. Сейчас, стой. Включай. Сейчас. Выставляй. Все, включай. Это, друзья, вот стока будет вкручена в землю. Вот посюда. Как Видели? в этом, как ее? В длину посмотри.
А я показал уже, ну Ой, и тут вообще. одни старики. Макарыч, заводи аппарат. От винта, Серега, от винта. Нет, я покажу так, вот, ровно так вот, по нитке. Видишь, вдоль ниточки все четко у нас. Вот. Вот. Проверяй. У тебя самая ответственная работа, Серега. Все, давай. Заложи аппарат. У нас тут типа зеленой елочки все. Новогодние. Там не видно, это в ту сторону. Ну все, мы сейчас покажем, все будет видно. Вдруг оно очень сильно. Это у нас измеряет уровень, чтобы на высоте Покажи. была Что у нас одинаковая. точно, подойди сними, чтобы люди видели. 2440. Вот видишь? Так, здесь у нас Сергей Батьевич. 2450. 10 На одно сантиметров. ребро, на 10 миллиметров. Миллиметров? Сантиметр. 10 миллиметров. Сантиметров. Это сантиметр. Оп, назад, Серег. Так 10 сантиметров или миллиметров? Миллиметры у нас все по миллиметру. Назад еще чуть-чуть. Чуть-чуть давай, чуть-чуть. Давай чуть-чуть. О, отлично. Ну-ка меряем. Вот. Сколько? Смотрите, у нас 2,40. А ну, вот. 2,44. Все у нас четко. Все. Так что последний столбик в этом волье. Что ты делаешь? Ой, блин, что я делаю? Не снимай на камеру. Это крокодил московский, блин. Назад. Не, Я хотел. я хотел отцепить. Слушай бригадира. Хотел он. Вот, 2,44. Будешь наказан, блин. Это шутка. Все? Да, сейчас, подожди. Отключать? Да. Работаем от ночи до ночи. Так, все, закончили на сегодня. Столбы готовы. Завтра начнем зашивать сеткой пробовать. Не сеткой, вернее, профиля. Варить. И покажем вам наш секрет, как мы будем делать, чтобы волки не подкопали. Вот, у многих этот Да, вопрос. вот, это будет интрига. Интрига, да. Что будем делать, чтобы волки не Сегодня подкопали? не расскажем. Все увидите.